мужчины на Кавказе издавна придавали большое значение. На дедушек, отцов и наставников возлагалась задача привить мальчику навыки будущего мужчины, воина. В юноше воспитывали твердость духа, ловкость, сноровку, решительность, сдержанность, терпеливость. На коня начинали сажать с 3-5 лет. Подготовка и обучение юношей военному делу у абазин начиналось с раннего возраста, примерно с 7-8 лет. Подросток должен был со временем стать полноценным воином, готовым к защите своей семьи, рода, села и отечества. С ним проводили занятия по борьбе, стрельбе из лука, верховой езде, киданию камня. Под руководством старших дети отправлялись в тренировочные походы, где сами добывали себе пропитание. Такие испытания закаляли будущего мужчину. Раз в году старики собирались на окраинах сел и устраивали испытания молодым юношам 13-14 лет. Среди главных испытаний – знание горского этикета и, конечно же, умение держаться в седле. Устраиваемые в рамках обряда инициации состязания воспитывали в юноше ответственность. Обряд сопровождался общением со старшими. Старики пели песни, рассказывали былины, говорили об истории села, о героических поступках односельчан. Все это бесспорно оказывало на мальчика большое влияние, возбуждало в нем патриотические чувства, любовь и уважение к родине. Он знакомился с жизнью своих предков. Таким образом, юношу готовили к будущей взрослой жизни, давали ему возможность непосредственно соприкоснуться с миром взрослых. Юноши с самыми наилучшими благопожеланиями дарили хорошую лошадь, полное обмундирование, включающее башлык, кинжал. Точные даты возникновения этой традиции неизвестны, но сами правила соблюдались неукоснительно. Традиция, которая зарождалась в древности, давая определенные ориентиры, закладывала основу всей будущей жизни. Устойчивое следование духовным ценностям обеспечивало стабильность как в быту, так и менталитету абазин.